Пожиратели мозга. Так. О, смотри, какая классная фотка. Подумаешь. Ваня, подай, пожалуйста, отвертку. Ого! Ваня, ты опять в телефоне сидишь? Что ты там находишь? Ну, интересно же посмотреть, что присылают. Картинки, фото разные, видео. Я ему тоже говорю, лучше книгу почитай. А он мне неинтересно. А ты не задумывался, почему книгу сложнее начать читать, чем разглядывать картинки? Ну, не знаю. Вот, посмотрите, как устроен наш мозг. Он составляет всего 2% от нашего тела, но потребляет 20% всей энергии. То есть он потребляет очень большую часть энергии организма. Ничего себе! Значит, он вечно голодный? По-моему, он у тебя простаивает. Тоже мне. И в организме заложены специальные системы, которые стараются снижать энергозатраты на мозговую деятельность. Поэтому если предложить мозгу две задачи, попроще и посложнее, то он выберет ту, что попроще. Точно. Вот сядешь за уроки, а мысли часто хотят уйти и думать о чем-то постороннем. Ну а зачем тогда это видео делают? Дело в том, что за нашим вниманием охотятся. Как это? Ха, с ружьями, что ли? Есть люди, которые внимание зрителей превращают в деньги. А я знаю, что, например, блогеры зарабатывают, продавая рекламу. Про это я тоже знаю. Точно. А хотите увидеть, как работает наш мозг? Я очень. Ага, и я. Тогда на Полярус. Мы внутри мозга, а как будто в космосе. Мозг – это командный центр человеческого тела. Ха, да здесь круче, чем в планетарии. Активнее всего мозг развивается в детстве, когда мы познаем мир. А что это за линии? Клетки мозга, нейроны, передают информацию друг другу и образуются нейронные сети. Любой человек, когда он читает, то не просто получает знания, а по сути выстраивает свой мозг. То есть, когда я читаю книгу, мой мозг растет? Конечно, ведь чтение развивает интеллект. Судя по тому, как ты читаешь, рост идет очень медленно. Тоже мне. Примитивная информация формирует примитивный мозг. На видосиках интеллект не построишь. Ну, а что происходит, если человек постоянно сидит в смартфоне? А если не постоянно? Давайте смотреть. Похоже, вот кто нам нужен. А скоро мы до мозга долетим. Увы, это и есть мозг. А почему тут так темно? Запускаем общее сканирование. Ой, какой он темный. Это зоны мозга, ответственные за детальный анализ, абстрактное мышление, логические задачи. Когда они остаются без нагрузки, то постепенно атрофируются. Только одна часть яркая.
А что это за зона? Это часть мозга, отвечающая за кратковременную память. Похоже, она перегрета. Еще бы! Ты только представь, сколько перед ним видосиков мелькает. Мы как раз в этой зоне. Видите, вся энергия мозга направлена на прием потока информации, фотографий, картинок, роликов. И такой поток не позволяет мозгу развиваться. Когда у нас активизируется зона мозга, ответственная за потребление информации, то зона мозга, ответственная за мышление, подавляется. А я замечала, что иногда хочешь на минутку что-то проверить в телефоне, и в итоге можешь полчаса просидеть так. Да, у меня тоже такое бывает. Довольно часто. У человека есть врожденное свойство, так называемый исследовательский рефлекс, который заложен как защита от опасности для быстрой реакции на появление чего-то нового. И когда мы пролистываем картинки или фото, это все воздействует на исследовательский рефлекс и способно долго удерживать наше внимание. Эта особенность человека, например, используется в рекламных роликах. Точно, там все так быстро мелькает. А я и не думал, что это делают специально. А где мы теперь? Это зона мышления. Что случилось? От удара разрядился аккумулятор Поляруса, и не удается завести двигатели. Ого! Они гаснут! Видите, когда человек постоянно что-то смотрит в интернете, зона мозга, отвечающая за мышление, не получает достаточной энергии. Нейронные связи разрушаются, и эта часть мозга атрофируется. Смотрите! Нейроны разрушаются! Мне кажется, что мы сейчас упадем. Мы с папой, когда машина не завелась, заряжались от другой. Может, можно зарядиться от нейронов? Это может сработать. Ух, успели! Успели! Ну и что теперь делать с телефоном, Платон Капитонович? Совсем, что ли, им не пользоваться? Может, нужны определенные правила? Прежде всего нужно понять, мы то, что мы потребляем. Это касается и информации. Хотим мы того или нет, она также становится частью нас. И, соответственно, не надо превращаться в мусорную яму, куда сбрасывают все подряд. Также надо помнить о правилах информационной гигиены. О, я про них читала. Отключать на телефоне всплывающие уведомления и звук их получения. Мы ведь не обязаны отвечать на них сразу. Выбирать временные периоды, когда мы пользуемся телефоном. Например, не пользоваться им до 9 утра и после 20 часов вечера. Устанавливать, когда ты им пользуешься в течение дня. Верно. Не носить с собой смартфон по квартире. Надо определить место, где он всегда находится. Необходимо следить за своим экранным временем, то есть сколько времени проводишь в телефоне или за компьютером. Как ты думаешь, у кого жизнь будет более интересной и насыщенной? У того, кто листает картинки в интернете, или у того, кто читает книги? Конечно, книги. Но, понимаете, Платон Капитонович, иногда просто не очень интересно читать. Я бы сказала, не иногда. Когда ты развиваешь свой интеллект, у тебя вместе с этим разовьется и вкус к другой информации. Тебе будут просто неинтересны примитивные видео или картинки, и захочется открывать что-то по-настоящему ценное и полезное. Я буду стараться. А
А мне уже интересно. Давай вместе читать. Сколько разных загадок в мире большом. Вот бы нам разгадать секреты. Познавалов точно знает про все. На вопросы найдет ответы. Эй, вперед, все узнаем секреты. Эй, вперед, невозможно